Девочки, в общем, давайте, говорите, пишите, кто приедет на свадьбу. Директору канала, сразу занимайте места. Пишите, кто будет присутствовать на свадьбе. Очень много мест. Смотрите, когда это люстра все включится. Здесь сцена. Здесь будет наша невеста стоять. Так что давайте. Желающие посетить свадьбу, занимайте места. Ну, это не через месяц будет, и не через 2. Но заранее нужно обговорить все. Кто желающий приехать на свадьбу. Свадьба будет, как говорится, веселиться и ликует весь народ. И здесь зал тоже. Ну, кактусы посадили. Тут и домики на улице есть. Тут все, в общем. Поэтому давайте. Хватайте сумки. Вокзал трогается. Вот это хорошая вещь. Мне хочется такую только белую купить. Именно для красивой посуды. Ну, не знаю, будет у меня там место поставить, не будет. Вот ногчи борза. Эй! Девочки, очень красивый ресторан, уютный такой. Очень-очень красиво. Очень красиво. Пошлите вот сюда. Привозили они своих музыкантов. Ну, то есть, соответственно, музыку мы разрешаем, чтобы была своя. Здесь у нас кабинка, здесь располагалась невеста, здесь была фотозона. Здрасте. Вот, здесь сделали фотозону специально, чтобы невеста могла выйти с кабинки, потому что она отдельно с подружками сидит. Там далее были мальчики, 40 человек. Ну, как бы именно сторона жениха, молодежь была в той кабиночке. Вы кушали же, да? Да, да. Вот, вот где вы сидели, там мы делали для старейшин. Вот, у нас есть комната бильярдная, но мы закрывали, бильярд отодвигали, делали очень много людей, кто молится, делали молитвенную комнату, там детская комната, небольшая детская, где могут располагаться А сами дети. танцы, все это здесь, Все да? в центре, конечно, в центре все беспроблемно. А музыка, смотрите, музыка это ваша или может быть... Вы можете своих привозить музыкантов? Своих можно, Да, да? можно А и если мы не своих. привезем, допустим, нам пойдет ведущий отсюда, нам что, лезгинка Вообще хорошая, что-то, музыка? конечно, подберем, поможем вам. Да, да. Беспроблемно. Когда это все включается, наверное, красиво, да? Да, зал? светомузыка полностью, но светомузыка от музыкального оборудования, и светомузыка горит по периметру, все вот эти прожектора, они все светятся. Режим дискотеки, режим торжественной Класс, части, да. люстра горит, все полностью, где есть бра, везде это все горит. Как бы в такой форме, потому что мы сделали так, как они попросили. Красиво очень, очень красиво, аккуратно, все белое, мне очень нравится у вас. Ведущая или ведущий, это можно найти, да, здесь? Конечно, конечно. Можно найти ведущего и музыкантов, и все беспроблемно, все можно. Есть и группа, которая именно с Кавказом связана. И они, по-моему, с Нальчика даже приезжают, и кавказские танцы, и играют, и ведут. То есть номера телефонов мы даем. Хотите, мы позвоним, они с вами свяжутся. Хотите, мы вам даем номер телефона, вы с ними связываетесь, вы сами там определяете цену, с ними договариваетесь, выбираете, что необходимо. Да. Здесь невеста была с подружками.
Здесь, да? Да, в этой Красиво. комнате невеста была с подружками, им тоже стол накрыли, все. Девочка, здесь тоже чеченская свадьба недавно была. Делали свадьбу. Вот комната для невесты здесь Да, была. потом сразу отсюда был выход. И как раз, чтобы невесте было удобно, чтобы ее никто не видел, как раз невеста выходила к гостям. Здесь сделали фотозону, и она вот так аккуратно обходила и на фотозоне стояла. То есть Да, гости да, все. да. Никто Классно не было. видел, никто ничего. Не, видеть можно. У нас невесту прям ставят. Да, Она но ее стоит, поставили да. на фотозоне. Ну, Это потом ничего. устала, зашла без проблем. А мальчиков закрыли, мальчиков... Жених там был, да, с друзьями? Да, жених там, мы его провели с другого входа, чтобы его никто не подъехали, мы машины завезли, с заднего двора машины заехали, и жениха провели Потом же сюда. делают невеста с женихом фотосессию, Да, их да, там, да. короче, Ну вот. все. И лишь бы старики не видели у нас. А так Старейшины, это, вот где вы кушали, старейшины сидели там в комнате. ну, то там им и место сидят. Старейшины сидели там. Было Да. в зале было 180 человек, плюс жених 40 и старейшина на молодежь, и что молодежь, если вдруг пошухарила, посмеялась. Да, все правильно. Ну вот. Всё А правильно. детская как раз таки удобно мамам с детьми. Детки пошли, поиграли. А детская где у вас? спокойно. Там, да? А там комната у нас, да. Детей успокоить, труда, кто там Да, плачет. да. Так что, девочки, все. Всех приглашаем на свадьбу. Желающие приехать на свадьбу, приезжайте. Хорошее место для парковки машин, потому что, друзья, знаете, почему я так хочу? У меня много родственников с Ростовской области, из Волгограда есть родственники. Ну, очень много родственников, скажем так, да? Мне хочется, чтобы для всех было актуально. И плюс тут еще на втором этаже гостиница. Вот. Сколько роз красивых, смотрите. Плюс на втором этаже гостиница. Тоже очень хорошо. Летний здесь, пожалуйста. Я не знаю на 100%, как оно будет. Точно не могу сказать. Но для молодежи место хорошее, друзья, для молодежи. Для детей есть игровые площадки поиграть. Здесь молодежи выйти. У нас в Чечне все классно. Дорогие рестораны есть, все. Но у нас как-то все чуть-чуть сковано. Старшие, малые, все в одном зале. Да, мужчины вообще на втором этаже. А мне хочется прям, чтобы супруга, друзья, Висхана, друзья, чтобы они все чувствовали себя свободно, чтобы они каждый находились в своей кабинке, как говорится, и чтобы они не волновались, не стеснялись, друг друга не шарахались, как говорится, чтобы все было идеально. Вот здесь тоже столы. Зелень какая красивая, посмотрите. Поэтому мне хочется, чтобы народ в этот день отдохнули все от всей души. Смотрите, какая большая зона. Прогуляться с детьми. Здесь нету движения, не ездят машины. Детки могут здесь побегать, поиграться, кто приедет с детьми. Качельки есть для детей. Вон там тоже такое, там турнички и все такое, там вот эти разные все. Очень красиво. Очень красиво, но, конечно же, это все будет очень накладно. Очень накладно. Но смотрите, какая красота, девочки. Вот во дворе, когда плитку положат, место оставим, и вот именно вот для такой зелени, чтобы во дворе была зелень. Сделаем. Но только у меня такой момент. Двор будет полностью закрыт вот этой вот, ну, прозрачный такой делают, из ковки и прозрачный такой навес. Если будет весь двор закрыт. Ну, искусственная зелень. Зелени, конечно, очень много красивой, но хочется, чтобы и такая была. Здесь и бассейн есть, поэтому желающих принять душ, освежиться тоже. Пожалуйста. О, у них здесь рыбки плавают. То есть можно поймать, сразу же рыбку вам запекут. Без проблем. Машалла, как красиво.
Как все хорошо придумано. Так что с рыбками купаться не будете. Я передумала. Смотрите, как все здорово здесь, друзья. Вот куда отдыхать нужно. Вот где нужно свадьбы делать. Смотрите, как красиво. Вот избушка на курьих ножках стоит. Пожалуйста. Машалла, как красиво, друзья. Как красиво. Тачка. Будем катать на тачке. Кого там на тачках катают, напомните. Везде пахнет шашлыком, друзья. Прям шашлык, такой запах прям стоит, мне кажется, во всем городе сегодня. Что это за рыба? Это или семга, или форель, я так думаю, да? Как вы думаете, друзья? Мне кажется, так. Вон здесь длинная такая штучка, даже не знаю, что это. У нас в Грозном есть такое оборудование. Узбеки там вот эти лепешки пекут. А вот это, я не знаю, тут, наверное, что-то готовят. На костре что-то готовят, я так предполагаю. Точно не знаю. Сразу захотели рыбку, да, сразу вам ее и пожарили или запекли. Мне кажется, это форель, нет? Или семга, или форель. Но она разная. Вот та дальняя похожа на форель. Машалла. Солнце садится, друзья, и солнце садится, и дождик идет. Как мне нравится эта погода. Какая красота везде. Просто хочется этим любоваться. А запах шашлыка стоит прям, ну вот. Давайте посмотрим. Рыбка, ты кто? Ты что за рыбка? А ну-ка, знатоки, кто разбирается в рыбке, скажите, что это за рыбка? Ну, она тут разная, тут точно, по-моему, форель. Или это? Дейлбол, да, отдельные кабинки такие, знаете. И здесь же вот это все такое, вот по старинке все. Вот я люблю такое. Знаете, когда все вот так вот. Спасибо большое этим людям, кто так все здорово придумал. Большое спасибо. Это дорогого стоит. Люди, когда устраивают свадьбы, какие-то мероприятия или просто отдых, очень важно свет. Очень важно, да, вот именно хорошо отдохнуть, да, чтобы все красиво было. Очень-очень здорово. Очень здорово. Вот. Я это оценила на все 100%. Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом. Киска, Киска, ты прямо около рыбки, охраняешь тут рыбку, да? Кисулька. Да, очень красиво. Красиво, друзья.
Красиво все. Просто идеально все красиво. Вот эти кустики, какие они красивые. Вот их посадить. Мне хочется прям, чтобы много... У меня, знаете, друзья, во дворе у нас сзади, ну, где навес, это все будет, конечно, по-другому там переделываться. Я хочу, знаете, вот, не из такой плитки дорожки сделать, а вот бывает, знаете как, вот мы были там в горах, помните, я показывала, у них фундамент такой, как из камня сделан. Вот из такого камня сделать тропинки, например, да, из такого камня тропинки, не ровно, а вот так вот боком. Одна тропинка вот так идет, другая вот так, третья вот так. И между этими тропинками, ну так, чтобы газончик, травка была и цветы росли, чтобы не весь двор был, вот сплошная зеленая трава, а вот из камня сделана там, да, дорожка там к туалету, дорожка там к огороду, дорожка там туда, где все такое, там инструменты и так далее. Вот дорожки поподелать, да, и между ними вот эти вот газончики такие, и вот цветов насадить, да, вот прямо разных, розы красивые, там вот эти вот такие разноцветные, да. Мне кажется, будет очень... А под навесом же у нас будет постоянная кухня, летняя, зимняя. Там вот эти витражи будут большие. И какой будет красивый вид, да? Везде зелень, цветы. Я это все думаю о будущем, на будущие года. Не знаю, как мы доживем, останемся мы живы, здоровы, как оно будет. Но планируем. Человек живет, человек планирует. Планирую, что внуки будут, чтобы там им там поиграться, там заказать каких-нибудь там вот эти вот разные там, ну вот эти вот, бывают же там кошечки, там собачки такие, как они, как в игрушечном виде они стоят, да, вот чтобы деткам было весело, скажем так. Вот так вот газончик сделать, да, и между ними там кусты и тропинки. Ну, в общем, вот так вот. Красота красотушечная. Такая атмосфера, свежесть. Хозяин, хозяин, что? Смотри, арбу если ши бассейн. Мел хазду хаян куза. Хажал? Ох, что, миш баш дух бат. Следующий бассейн, что, по-моему. Хажа? А до это что, шварт был. Харер ма бат, сарбой. Хуй. Сямга? И что, разные, ты видишь побольше. Сахарский куда вообще? Друзья, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Приветствую себя на канале. Вас всех. Сегодня у нас большой обзор. Но видео выйдет, возможно, в 2-3 частях, потому что показывать нужно много чего. Все распределим на несколько дней, потому что одно видео не поместится однозначно и так. И плюс ко всему этому еще у нас тут разные моменты. И вещи женские, мужские, различные постельное, полотенце и так далее, и так далее. Начнем вот с этого костюма двойка. Посмотрите, какой красивый костюм, девочки. Вот такой вот пиджак, рукава, смотрите. Очень элегантный, красивый костюм двойка. Многие захотят узнать, как выглядит платье без пиджака. Да, пиджак можно носить отдельно. Нет, платье можно носить отдельно, я извиняюсь. Как удачно подобрала платок, правда? Кстати, платки тоже разные цвета, их тоже можно заказать. Они и красные, и с желтым, и с синим, с бордовым. Вот здесь черное с белым, как бы я подобрала под платье. А вообще можно заказать разные. Я сейчас покажу, как смотрится платье без пиджака. Девочки, ну вот так вот идет короткий рукав у этого платья. Просто я с такими рукавами уже не ношу. Носить ничего страшного, у нас в республике женщины носят. Но я с таким коротким рукавом не ношу. Я ношу с пиджаком вещи. Она вот не длинная. Посмотрите. Не длинная, хорошая, очень смотрится. Красиво вообще. И элегантно. Можно вот так вот, пожалуйста. Вот такая вот красота, девочки. Двойка. Очень красиво смотрится. Могут женщины купить прическу красивую сделать. Какие-то жемчуг, бусы повесить сюда.
То есть, ну, будет очень красиво. Следующий показ. Девочки. Дальше вот такой вот костюм. Тоже двойка. Также такой же рукав, бордовый. Он просто я с упаковки достала, девчата. И они немножко, ну, как бы в помятом виде, да, смотрятся. Но очень красиво. Вот платье, смотрите. Вот платье тоже не длинное, девочки, обратите внимание. Не длинное. И рукава на карман, ну, здесь на талии, и рукав вот цвета платья. Здесь вот такая брошечка красивая, нагладить его. Девочки, на мне сейчас 56 размер. Да, платье здесь немножко свободно, конечно, но в обтяжку я не люблю вещи носить. Я и так-то довольно-таки полная женщина, скажем так, то в обтяжку это будет очень некрасиво. Но очень красивый костюм двойка. Вот посмотрите. На каблучке, одеть каблучок, шпильку, и будет очень-очень красиво. Смотрите. Смотрится хорошо, Анжел? Нагладить, да? Вот женщина похожа на женщину. Я люблю такой четверть рукав. Слишком длинные не люблю. Они постоянно мне мешают, я подка. А вот четверть рукав и рукава скрывает вот этот жир, который есть у нас, у полных женщин, к сожалению, но он есть. Поэтому, ну, вот такая вот красота. Девочки, а серия этих платьев, это серия Санта-Барбара. Я вот себе оставила, я говорю вам, что я уже сейчас более перешла на 56 размер. Набираем все вес, набираем. Аппетит хороший. Ну, говорим все как есть. Но оно, вот видите, вот оно. Видите, что оно свободно, да? Оп, стоп. Это хоть 56-й? Ну да, 56-й. 56-й. А на эфире на мне был 54-й. Вот такой не был на меня. Это 56-й. Но они, видите как? Они идут размер-размер тогда получается. Размер-размер. То есть кто какой размер носит. И главное, вот рукава интересные тоже скрывают, знаете, вот это вот кожа, жир, вот это все это. Это серии Санта-Барбара. Вот такие вот они платья. Внизу у них идет прокладка. Очень они красиво смотрятся, эти платья. Это платье не из дешевых вариантов, девочки. Такое платье, у него цена 5500. Вот, Санта-Барбара. Качество у них идеальное, девочка. Это дорогое, со стразами, красивое платье. Вы все это поймете, кто его закажет и вообще получит. Ну, в общем, посмотрите. Очень красиво смотрится. Очень. Если женщина, которая, ну, я считаю, 54-56 размер, это женщина, ну, полный уже, есть лишний вес. Ну, есть он, ну, не всем быть стройняшек. То это некрасиво, когда в обтяжку. Но этот, конечно, прям большевато видно хорошо, но 54-й он нормальный. Но 54-й, который был размер на мне, платье, я его продала на дом. Девушка, женщина приходила вчера, она купила. Он у меня еще с этикеткой даже был. Я его продала, 54 размер. Поэтому одеть показать я вам не могу. Но 56-й вот он большеватый, вы это видите, да, на меня. То они идут размер-размер. Но, может быть, есть женщины, которые носят 54 размер, но захотят, чтобы было посвободнее, то это как раз тот вариант. Мне кажется, женщина выглядит достаточно скромно. Я очень люблю такие рукава. Женщина похожа на женщину. А я просто без ничего, в смысле, на босую ногу. А если одеть на каблучке, вот, красивый платок подобрать под него. Даже, сейчас посмотрю, вроде бы у меня есть. Девочки, у меня есть платок с синими стразами. Вы знаете, у нас в Чечне черный цвет, это не цвет траура. У нас одевают любой день и на свадьбу. Они вот тут, вот видите, синенькие стразики на платке. Разные стразы бывают цветом. И светлого, и в золоте. Вот, то такой платок. То есть платочком хорошо, мне кажется, да? Сзади я не вижу. Он же нормально так ведь сзади. Платок хорошо смотрится, не торчит, ничего. Джилы здесь нету. А я ей показываю, ее здесь и нету. Ну, в общем, с платком тоже, под цвет тоже смотрится хорошо. Идем дальше. Девочки, красный тоже подходит платок под цвет. Вот красный он тоже подходит под цвет. Можно подобрать.
И можно его завязать по-разному. Можно и так завязать, можно вот здесь вот так вот одеть вот эту швабру, можно и так завязать, как вам угодно. Но вот красный тоже ничего, симпатично смотрится. В общем, из этой серии очень много платьев. Я их скину все в Инстаграм, в Телеграм. Все не показать, все не перемерять. Товара очень много. Я просто морально, я этот обзор, я его как-то там, как-то так достала, не знаю вообще как. Кстати, хотела показать еще вот такое платье. 56 размер. Девочки, нарядное. Посмотрите, это можно на выпускное одеть к детям. На 1 сентября, если это учительница. Ну, вообще, женщины, которые там выходят в ресторан, там, видите, какой верх красивый. Они есть в разных цветах, девочки. Я вынесу в Телеграм остальные цвета. Вот это, например, 56 размер. Смотрите, какие стразы красивые. Какое шикарное платье. Девчонки, простернуть, нагладить. Просто будет супер смотреться. И даже платок чуть подходит под него, правда? Просто на мерку, но все это уходит очень много времени у меня. Ну, чтобы вы поняли, вот видите, фонарик. Рукава, здесь 2 пуговички. И очень так переливается, блестит красиво. За столом вообще женщина шикарно смотрится. Шикарно. Фонариком рукав идет. Нагладить, девчата, супер. Супер. Прямое платье оно. То есть в нем не будет видно вот этих складок там. Ну, поняли, да? Вот такая вот красота. Идем дальше. Девочки, вот такие вот двойки. Вот такие вот в зеленом цвете. Здесь тоже под низом платьюшко, которое можно носить и отдельно даже. И курточка такая, которую тоже можно под что-то другое одеть. Вот так вот. Вот так вот выглядит платье. Посмотрите. Вот. Очень такое легкое, воздушное, красивое. Платьишко тоже можно носить отдельно. Это у нас 48 размер. Платье можно носить отдельно. Рукав хороший, вы видите. И также можно носить с курточкой. Вот с такой курточкой. Не длинная, обратите внимание. И такой же точно в оранжевом цвете. Тоже очень-очень красиво смотрится. Курточка, знаете, когда одеваешь, я обзор делала, у меня есть обзорное видео, я в такой одежде, у меня есть такой 54 размер у меня, это 56. Вот, у меня тоже есть. Вот так вот это смотрится. Очень легкое платье. И что хорошо, платье можно одеть просто без пиджака. И пиджак можно одеть с черной юбочкой, например, ниже колен, выше колен. С какой угодно, с черной юбкой можно одеть. Либо с красной юбкой, с оранжевым, под цвет. Можно подобрать любую юбку с пиджаком, под низ там футболочку беленькую, да, например, там, или с рисуночком. Будет очень красиво смотреться. Пиджак с юбкой, пиджак с платьем. Платье просто отдельно, без пиджака. Это все будет очень-очень хорошо смотреться, девочки. Очень хорошо. Что-то... тут закрыто. Я открываю. Под лицо, все к лицу. И зеленый бы красиво смотреть. В таком я была на обзоре. В общем, красивые такие, знаете, красивые двоечки. Также, девочки, у нас вот такие платья с пиджаком. Здесь тоже, обратите внимание, хороший рукав. Он не короткий. Вот здесь под низом есть это, как ее,
Ой, в голове крутится, вообще не могу. Ну, это я вообще не могу. То есть платье не просвечивается. Не подюбник, как он называется, девочки. Ну скажите, ну блин, ну в голове кружится, не могу сказать. Типа как комбинация под низом. Да, то есть не просвечивается, не будет просвечиваться это платье. То же самое, платьюшко можно носить отдельно, платьюшко можно носить с пиджаком. Еще есть пояс, девочки, есть пояс. На платье одевается пояс. Вот такие вот. До 56-го из этой серии размеры идут. Здесь, смотрите, девочки. Просто может меняться цвета. А так вот пиджак. Здесь другое платье с ним идет. Вот такой вот пояс завязывается. Красивый пояс. Обратите внимание. Вот. И платье с ним не зеленое, другое платье идет. Просто я вам показываю, что есть в красном цвете пиджак, в синем цвете пиджак. Жалко, что я их все сегодня отправила по почте. Все вам показать сегодня не смогу. Но вот, в общем, элегантно смотрится. Там черное, даже если на эфире, в этом наряде сижу, в эфире, на мне вот красный пиджак и черное с красным платье. Просто я хочу показать смысл, что пиджак идет вот так вот и обязательно ремешок. Также пиджак можно потом носить с другой юбкой какой-то. Платье можно одевать отдельно. Ну вот так вот. Вот такие вот дела, друзья. Вот они. Вот они вот так идут, эти костюмы, что я вам показывала. Это вот у нас такой 50 размер. Очень хорошая вещь. Хороша тем, что можно платье носить отдельно, а пиджак можно носить с чем-то и платье. То есть 3 образа можно сделать. 3 образа. Так, идем дальше. Девочки, вот такие вот платьюшки. Но это из такой серии, знаете, не то, что пойти там, например, мероприятие, там, в больницу сходить, на базар съездить, там, да, куда-то вот так вот в гости съездить можно одеть. Вот такое вот платьюшко. Вот так вот белое. Здесь, посмотрите, вот такая вот. Воротник очень красивый, как с серебром идет. Они такие же есть в разных, есть в черном цвете. Это вот светлое, мне очень понравилось. Очень красиво смотрится. Из этой серии, я сейчас покажу еще. Из этой серии, ну я сейчас и одену. Есть вот такое платьишко тоже, знаете. Очень-очень красиво смотрится. Юбка бывает, вот как здесь цветастое платье, да, бывает вот так вот идет, как маечный, черный верх и цветами юбка. Бывает белые полоски, бывает золотом полоски, но они, в общем, разные. Вот эти очень хорошие платьюшки, очень. Сейчас померяю, даже покажу я вам. Ну, это, знаете, такое легкое, хорошее, светлое, на лето. И в гости можно поехать, и в магазин одеть, сходить. Ну, очень красиво, посмотрите. Приятно, здесь со стразиками. Хороший рукав, не короткий. Даже вот я буду носить это платье. Я вот даже за товаром смогу поехать. Сумку накинул, мне просторно, хорошо, не холодно. Но с ним нужен вот обязательно подъюбник. Сейчас покажу вот это черное. С черным не нужно сейчас. Девочки, вот так вот смотрится это платьишко. Но оно свободно, видите, это на мне, по-моему, 54 размер с карманчиками. Ну, в общем, мне нравятся такие платья. Я вот буду носить летом. Я за товаром в нем поеду. Я в основном на почту в нем поеду. Очень даже такой вид, знаете. Красивый вид, мне нравится. Хороший рукав. Я, конечно, люблю чей-то рукав, но это тоже хороший рукав. Смотрится очень хорошо, просторно. Девчата, очень-очень-очень. Вот эти платья, они по 2500 идут, девочки. Очень такие они, знаете, хорошее качество очень. Его хорошенько нагладить, одеть. И будет очень-очень хорошо смотреться. Так, хотела вам еще показать, девчата. У нас есть 64 размер, они большие размеры. 60-е. Вот такие вот платьишки. Сейчас на вешалку одену и покажу вам прям.
Вот такие вот платьюшки. Это для крупных женщин. Они идут, по-моему, даже по 66 размер, если я не ошибаюсь. Большемерки они идут, да? Да, по 66. Не знаю, здесь видно или нет. Такой, знаете, нежно-розовый цвет. Наталья Домини. Хорошая очень фирма, очень хорошая. Смотрите, какая красота. Не длинное платье и очень красивое, девчонки. Посмотрите, рукав вот такой. Рукав не короткий, рукав очень хорошо скрывает, потому что размер такой, кто будет одевать, естественно, женщина полная. Рукав очень красиво смотрится, посмотрите, нагладить его хорошо. Вот здесь вот стразики. И есть у него подкладка. Кстати, я забыла это слово. Подкладка. Вот. Шикарный, такой нежный, такой, знаете, нежно-розовый, такой то ли алый. Я даже не знаю, как вот. Но вот эта фирма очень хорошая. Очень хорошее. Красивое платье вообще. Шикарное просто, девчонки. Шикарно будет смотреть. И прическу можно сделать красивую. И платок можно. Все что угодно можно. Мне звонят. Секунда. Девочки, ну это что-то невероятное. Это просто не передать вам словами. Смотрите, какое платье. Это вот пик. Пик моды. Сейчас привезла новинки, девочки. Вот так вот это выглядит. Это Турция. Девчата, Made in Turkey. Это все Турция. Девчата, это настолько... Анжел, Анжел? Выворотник, видишь, какой здесь? Я вот это платье оставлю себе на день рождения, к Софишке одену. Мне очень нравится. У нас, как говорится, ожидается пир на весь мир. Поэтому мы вас тоже приглашаем. Здесь видите, какой воротник красивый. Так сделан. Смотрите, девочки, смотрите, какое красивое платье. Смотрите. Машалла, очень, просто очень. Смотрите, как классно смотрится. Да, женщина полная. Ну что, так получилось. У нас таких много. Но черный цвет он вообще скрывает, да? А плюс такое платье вообще мне очень нравится. Посмотрите. Стразики здесь такие. Очень классный рукав. Можно и под прическу, и под платок красиво. Ну вообще длина хорошая. Смотрите, не длинная. Еще можно на каблучке, если. Вообще будет красиво. Ну, в общем, вот так вот. Девочки, я привезла на продажу шикарные тройки. Но там идут брюки, кофта и как бы накидка. Я сейчас покажу вам. Шикардос, девчата. Шикардос, просто шикардос. Это тройку я одену, я, конечно же, покажу. Но просто из нее вот накидка, которая есть, которая одевается сверху. Смотрите, какая красота, девчата. Просто красиво, Анжел? Очень красиво смотрится. Тройка вообще шикарная. И она здесь идет как резинка. То есть здесь можно завязать, пожалуйста. Ну, я так не хочу. Здесь есть капюшон, девчата. Даже можно с этим платьем одевать. Купить платье можно даже с этим платьем одевать. Так же тоже симпатично же смотрится с этим платьем. А если вот каблучок одеть, да, черные колготки, да, то это будет вообще классно, очень классно смотреться. Сейчас покажу. Что-то я, когда это увидела, эту тройку, ну, эта тройка другую я покажу, это просто от нее накидка. Не накидка, она даже как называется, это правильно. Джо. Смотрите, вот колготки одела. Кардиган. Вот. Здесь вот стразики тоже, посмотрите. Вообще классно. Я очень довольна. Очень красиво смотрится, да? А сейчас я одену с брюками и покажу. Но я вам хочу сразу сказать, что, девочки, что здесь костюм идет с ними.
костюм, тройка вот, с кардиганом. Он, видите, вот так вот кофточка идет. И брюки. И брюки, девчонки. Посмотрите. У нас тут в Чечне, конечно, не носят, но не я вот в таких штанах, например, в брюках, я могу поехать в Ростов к родственникам, в ДНР к родственникам, могу поехать за товаром в них, то есть они длинные, закрытые. Здесь я, конечно, одевать не буду. И вообще, я могу одеть кофту с юбкой, и эту безрукавку здесь в Чечне тоже. Допустим, я одену юбку, кофту и безрукавку. Либо безрукавку могу одеть с таким платьем даже. То есть от того, что здесь есть брюки, мне никак не помешало не купить себе этот наборчик. Вот такой низ штанишки, девочки. Это Турция. Ой. Сейчас одену, покажу. Девочки, ну вот я одела тройку. Вот она уже. Смотрите. Вот такой вот рукав. Это чисто Турция. Девочки, вот смотрите. Вот кофточка. Вот такая вот. Брюки. Вот такой вот костюм тройка. Это, девочки, Турция. Вот так вот полностью комплект стоит 9500. Безрукавку можно носить и отдельно. Костюм можно носить отдельно. Шикардос. Видите, как это красиво смотрится. Вообще в погоду, в любую вы не замерзнете в этом одеянии. Очень это красиво смотрится. Да, Анжела? Угу. Не тогда красиво? Снежная королева. Анжела как снежная королева. Ну, ты, Анжела, не можешь, что без сарказма. Что Да? сказать? Без сарказма ты не можешь. Обязательно тебе надо. Классно, девочки. Просто. Красная королева муха. Как красная, да, я только черная королева. Да, королева без худнуть бы не мешала. Но посмотрите, девочки. Смотрите, какая красота. Все равно камера, ну в камере, камера, во-первых, она полнит. Хотя дама перед вами далеко не худая, но камера еще очень сильно полнит. Вот этот iPhone телефон, он делает лицо каким-то... Дерцео. Тут он же от служимешь, а сюда ирч дол инзере. Как будто тебе на фотографии года прибавляются, а ты в реале намного моложе выглядишь. Я же тебя вижу, а на фото выглядит так. Вот тогда почему Гарсон лишил? Ну, в общем, вот так, девочки. Но здесь есть два варианта. Смотрите, на мне размер, но там имейте в виду то, что Турция, у них размеры идут немножко другие. Не немножко, а другие. Вот, например, на мне размер 48-й. Хотя я ношу 54-56, но на мне 48. Вот это вот, смотрите, их продают за 12 тысяч, эти костюмы. 12 тысяч у них цена. 12 тысяч, девочки. Вот, например, вот это в руках у меня 50 размер. На мне 48, вот этот вот на мне. Это турецкий размер. Не забывайте, что это турецкий размер, турецкая серия. Так же, как и эти платья. Вот на мне тоже был 48 размер, по-моему, да? 48. Да, здесь 46, а русский это 52. А какой был на мне? Вот платье, которое было на мне. Сейчас прям посмотрим. Где? 44. Рус 50. Да не. Ну вот смотрите, на мне было это платье. Оно достаточно свободно. Я ношу 54-56. Дальше делайте выводы. Написано, что 44, 50, 16. На русский 50, но это 54. Чтобы вы просто понимали разницу. Вот на мне был 50 вот этот размер. Хотя я ношу 54-56. И то посвободнее оно платье. Но они, знаете, это сейчас новинки пришли, они настолько оно свободно, хорошо смотрится.
Вот смотрите, какая красота. Настолько элегантно. И такое впечатление, знаете, как будто вот такая легкость, как будто на тебе ничего нет. Ну вот что-то легенькое, мягкое. Ну тут Турция. Ну что скажешь, да? Вот. Поэтому здесь вот, например, вот смотрите, вот на мне сейчас получается 48 размер, да? А сейчас я одену 50 и уже там побольше будет эта штучка сейчас. Вот, девочки, я одела 50-й кардиган сверху. Он уже большой, видите? Он прям большой, капитально. Это уже на размер больше. Вот. Но вещь просто обалденная вещь. Обалденная. Вот от этого кардигана вот такая кофта. Они немножко разные. Вот я себе выбрала со стразами. Да? Ой, что я не на ту сторону? Погодите. Сейчас, секунду. А от него вот кофта. Потому что не все любят, чтобы вот это вот все такое. Но мне захотелось. Вот с ним, с вот этим вот, с кардиганом, к нему вот это вот 50 размер. Здесь написано, это турецкий 50-й. Но он прям пойдет, знаете, 56-58. А то и больше. А то и больше. Вот. Это Турция. То есть понятненько, да? Понятно. Одену. Свой родной. Вот. Я так и с таким расчетом и покупала. Мне не надо, чтобы завязывать. Конечно, можно и завязать. Здесь есть пояс. Можно и завязать, конечно. Почему бы и нет, если там ветер или что-то, можно и завязать вот так вот, в принципе. Но я взяла, чтобы на платье можно было накинуть, и кофта с юбкой, чтобы можно было одеть. То есть я себе вот так вот. Ну, в общем, вы видите, да? Вот такая вот красота. Красиво смотрится. Если еще там хороший макияж сделать, подкраситься, будет вообще хорошо. Сегодня так быстро у нас обзор, потому что нужно собирать посылки. Вот такая вот красота, девчата. А еще одеть, там будет по-любому сапожки на каблучке, да. И я бы их привезла, но мне лень. Они в том доме все зимние все убрали. Туфли все поубирали. А вот на каблучке вообще классно. Идем дальше. Девочки, сейчас хочу показать вот такой костюм двойка. Вот так вот это красиво смотрится. Вот такая вот шикарнейшая накидка. Посмотрите сюда, девочки. Вот такой вот рукав. Вот здесь вот такие вот цветочки. Посмотрите, какая красота, девочки. Здесь завязочки. Можно завязать. Вот так вот. Шикарный наряд, девчата. Просто женщина. Любая станет богиня. Посмотрите, как красиво. Рукавчики вот здесь вот. Розочки. В общем, смотрится очень элегантно. Опять же таки, платье под низом можно носить отдельно. И сверху вот такая накидка. На каблуке, девчата, с прической красиво. Либо платок. Ну, я так завязала. А вообще можно покрасивее платок. У меня тут розочка, еще цветочек. Вот. И будет вообще, красивый макияж, красивый маникюр, прическа. Либо красиво завязать платок. И это будет просто супер. Вот. Просто супер класс. Очень красиво смотрится. На видео так уж и не показать. А вообще в реале очень-очень красивый такой наряд.
на шпильке, знаете, такая женщина, такая султанша, такая вот женственная, это красиво смотрится и не вульгарно. Длина хорошая, рукав очень хороший. Вообще очень-очень красиво смотрится. Сколько будет 1000 плюс 300 плюс... Девочки, также вот такие вот платьюшки белые. Посмотрите, хлопок. Чистый хлопок. Данное платье у нас 50 размер, да, по-моему? Где? Да. 50 размер. Смотрите, вот такие вот красивые рукава. Нагладить как будет красиво, как лебедь белая. Сильная, смелая, как лебедь белая. Смотрите, как красиво. Я себе заказывала 54 размер. Он на меня был не то, что маловат, сильно в обтяжку. Я такие не ношу. Вот, я его продала, мне купили его. Вот, такие есть в черных цветах, девочки, и в светлых цветах. Они идут до 54 размера. У них 56 размера не бывает. Так бы я себе взяла 56. А черная вообще красиво. Я занесу в Инстаграм, и вы посмотрите, какая красота. Вот такой вот низ, девочки. Но вы представьте, что его нагладить и одеть, как будет красиво смотреться. Мне кажется, это платье, оно вот именно есть для пышных женщин. Если это будет худая какая-то девушка вообще, но она не будет висеть, как на вешалке. Именно вот для таких, для пышных женщин, тогда они вообще шикарно смотрятся. Именно для пышных женщин. Мне кажется, это 52, 54, 56. Вот, ну, вот для таких женщин, которые носят вот такие вот прям пышечки, скажем так, да. Очень красивая платьюшка. Очень. Очень жалко, что нет 56 размера. Очень. А если кому подходят, так берите, берите. В черном цвете есть и в белом. Девчата, быстро хотела показать. Набрала футболок. Знаете, ну как получилось? Оптом поштучно не продают, только упаковками. А мне все, что понравилось для супруга, для Висхана, мне пришлось брать упаковками. Поэтому все, что от XXL, вот такая футболочка для мужчины. Очень хорошее качество, посмотрите. Очень хорошее качество, девчата. Хорошие такие на лето футболки. Я вот своим мужчинам мы взяли. Но просто много упаковками. Зачем? Зачем упаковками? Вот такая вот футболочка. Дальше вот такая вот. Посмотрите. Вот такая футболка. Это у нас размер 2XL. Вот. Это у нас 2XL футболочка. Далее XL футболка. Вот, пожалуйста. Такие хорошие. Девчата, какое хорошее качество. Для сыновей, для мужей, пожалуйста. В жару вообще будет. Что есть она, что нету. Супруг был со мной, прям там мерил на рынке. Очень понравились. Ну, мы ему и рубашек набрали, конечно. И это самое. И ему, Висхану, и футболок таких. Прям на лето вообще классная. Дальше вот такая 2XL. Вот они все в своих пакетах, все упакованные. Просто берем упаковками. Там нету больше ничего футболок нигде, посмотри. Вот такая вот. Это у нас 2XL. Вот. 2XL. Смотрите, девчата. Шикарное, шикарное, хорошее качество. Висхан уже одел носит. Супруг один уже носит. Обои. Очень хорошее качество. Далее, девчата, вот такие вот рубашки с длинным рукавом. Они есть в цвете вот джинсовом, и они есть в цвете сером. Например, вот это вот XL, да. Это вот как вот под джинс. Ну, сейчас открою, покажу. Вот так вот, смотрите. А? Открывается сумочка. Ну, да. XL. Да, XL. Смотрите. Отлично смотрится вообще. Вот это вот подходит вот с джинсами. И вот рукава вот такие. Вот эти вот подходят цвет джинсами. Да, как бы. А есть такой серый. И, кстати, подходит под серые джинсы. Вот мы взяли и в голубом, и в сером виде, потому что у нас у мужчин есть и серые джинсы, и синие джинсы.
И вот мы взяли под цвет. Хорошая такая вещь, знаете, вообще. Рубашки отличного качества. Девочка, вот такая рубашка стоит 2 500, с коротким рукавом 2000. Ну, качество очень хорошее. Это ни в коем случае не Василек. Это очень хорошее качество. Фирменные вещи и качество, конечно, отлично. Будут носиться 100 лет. Мне уже стирали. Сразу мне в первую очередь простирнуть, потом одели. Мужчины свои вещи носят уже. Вот у супруг серый одел с серыми джинсами. Во. Очень хорошо смотрится. Поэтому вот так вот заказывайте. Вещи, правда, простирнуть, нагладить. Отличная вещь. Отличная. Платьишки, девочки. Вы можете эти, допустим, вот эти вот футболки и размеры больше есть, потому что я брала на мужчин, они у меня не полные, да, не как женщина их. Вот. Вы можете заказывать, может, у кого крупные мужики, мужья, может, размер больше надо. Ну вот платье 46-48. Девочки, я вот одевала 50 размер, вот 46, 48. Это такие размеры, подойдут они. Если кому-то вдруг нужно будет, чтобы я измерила здесь, я это сделаю. Потому что турецкие вещи, конечно, хочется заказать и хочется носить, а не кому-то дарить, либо перепродавать. Поэтому вот так вот. По одной штуке их не продают, мы берем упаковками, вот поэтому нам оптом дают. По одной штуке нельзя, и 2 штуки нельзя. Мы берем только упаковками. Вот эти платья тоже взяла, тоже в упаковке. Размеры у них разные, девочки. Платье по 2 500, которое на мне. Если вдруг что, может, где забыла, где не озвучила, пишите на WhatsApp, не стесняйтесь. Отвечу на все ваши вопросы.